Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Шахида Якуб. Сегодня в программе. Северная Корея провела испытание своей первой водородной бомбы. Как сообщается, бомбу создавали при помощи идей Чучхе. Соседи в панике, правительства великих держав и ООН не знают, что делать. Мы осуждаем то, что произошло. В Сирию пришли аномальные морозы, а север страны накрыло снегопадами. Толпы беженцев пытаются спастись от холода в Турции и Иордании. Из-за вступления в ВТО в Казахстане могут лишиться работы 20 тысяч инвалидов по зрению. Если кто-то как-то там приспособился, то для меня это будет, наверное, нож в сердце. Пережившие снежный буран в Оренбургской степи пожаловались Путину на МЧС. Помощь обещали, но она пришла только через 30 часов. Некоторые не дожили. Никакой помощи оказано не было. Это все вранье и клевета. А в Москве презентовали духи «Лидер». Парфюмеры утверждают, что вдохновлялись запахом российского президента. Россияне пока покупать не торопятся. А пахнет, знаете, дешевым одеколоном. Северная Корея объявила об успешном подземном испытании водородной бомбы. Как особо отмечено в заявлении правительства страны, бомба была изготовлена на основе отечественной технологии. Также было заявлено, что подземный взрыв не оказал негативного воздействия на окружающую среду. Цитата. Это испытание означает выход ядерных сил КНДР на новый уровень, говорится в заявлении правительства, которое цитируется официальными северокорейскими СМИ. Если заявление северокорейских властей найдет свое подтверждение, то Северная Корея действительно войдет в клуб мировых ядерных держав, обладающих самым мощным на Земле оружием массового уничтожения. Заявление правительства КНДР транслировалось по национальному телевидению и прерывалось патриотическими гимнами. Первое испытание водородного оружия успешно проведено 6 января 2016 года в 10 часов утра. Пока США не откажутся от враждебной политики, не будут возможны ни прекращение ядерных разработок, ни демонтаж ядерных объектов со стороны КНДР. После сообщения об испытаниях жители северокорейской столицы Пхеньяна вышли на улицы, чтобы выразить свое восхищение и поддержку курсу правительства. Накануне испытания северокорейские СМИ распространили фотографии, на которых нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын подписывает приказ об испытаниях национальной водородной бомбы. Отчасти информации об успешном взрыве водородной бомбы подтвердили сейсмологи США и некоторых других стран, которые зафиксировали мощный подземный толчок в районе северокорейского полигона Пангери. Амплитуда толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера. Сегодня было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. При первом атомном испытании магнитуда была 3,9, при третьем 4,9. Сегодняшний толчок такой же, как при третьем испытании. Взрыв водородной бомбы вызвал мировую реакцию. В соседнем Китае даже началась эвакуация населения с приграничных Северной Кореи районов. Напомню, что полигон, на котором корейские власти уже трижды испытывали ядерные устройства, находится в относительной близости к китайской границе. Представители Китая уже сделали несколько жестких заявлений в отношении действий Пхеньяна. Сегодня КНДР объявила о ядерном испытании, и правительство Китая решительно выступает против. Мы настоятельно призываем КНДР придерживаться своих обязательств по нераспространению ядерного оружия и прекратить любые действия, которые могут только усугубить ситуацию. В другой части полуострова, в Южной Корее, настроения близки к паническим. Южнокорейская армия приведена в состояние полной боевой готовности, а власти страны требуют от мирового сообщества немедленно отреагировать на агрессивные действия соседней Северной Кореи. Очередная северокорейская провокация – это очевидное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН и серьезный вызов международной безопасности. Паника распространилась и на Японию. Власти этой страны отправили к границам с Кореей специальный самолет-разведчик, который должен будет собрать данные о радиоактивной обстановке над Корейским полуостровом. Также взволнованное японское общество. Сегодня в крупных городах жители не отходили от телевизоров. Газеты с сообщениями о взрыве водородной бомбы в КНДР мгновенно раскупались. Прохожие на улицах говорят о страхе непредсказуемых действий со стороны коммунистического соседа. Это очень удивляет. Это просто недопустимо. Удивительно, что в отличие от предыдущих испытаний, это уже водородная бомба. Я очень зла на них за это. Специальное заявление сделал премьер-министр Японии.
Проведенное Северной Кореей ядерное испытание является серьезной угрозой для безопасности нашей страны. С этим невозможно смириться. Мы осуждаем то, что произошло. Япония примет решительные меры в ответ на это вместе с Советом Безопасности ООН и при содействии США, Южной Кореи, Китая и России. США и Россия резко осудили действия Пхеньяна. США потребовали собрать экстренное заседание Совбеза ООН, а российский лидер Владимир Путин потребовал от военных полной информации о произошедшем. МИД России также выступил со специальным заявлением. Если факт проведения испытания подтвердится, это станет новым шагом Пхеньяна на пути развития ядерного оружия, что является грубым нарушением норм международного права и имеющихся резолюций Совбеза ООН. Подобные действия чреваты обострением положения на Корейском полуострове, заявила представитель МИДа России Мария Захарова. Из Сирии приходят сообщения о том, как боевики так называемого исламского государства обладают куда более мощными образцами вооружений, чем предполагалось ранее. На видео, захваченном оппозиционной свободной сирийской армией, видно, как террористы, базирующиеся в окрестностях города Ракка, устанавливают специальные термодатчики на списанных ракетах «Земля-воздух» западного производства. Таким образом, у террористов теперь имеется оружие, способное сбивать гражданские самолеты. Как сообщает британская телекомпания Sky News, в террористическом халифате даже действует специальный университет, куда съезжаются ученые из исламских стран, и там они создают оружие нового поколения. Далее мы видим боевиков с манекенами, оснащенными системой, воспроизводящей тепло человеческого тела. Это, в свою очередь, позволит машине обманывать систему безопасности и осуществлять взрывы на хорошо охраняемых объектах в Европе и США. Военные эксперты, анализирующие это видео, говорят, что у террористических группировок всегда был доступ к таким вооружениям, и создать новое оружие не представляет ничего сложного. В то же время США, возглавляющие международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, заявили, что ИГИЛ теряет ранее захваченные территории в Сирии и Ираке. Мы полагаем, что в Ираке территория сократилась примерно на 40%. В Сирии сложнее назвать точную цифру, но мы полагаем, что речь идет примерно о 20%. Если говорить об Ираке и Сирии в совокупности, они потеряли около 30% территорий, которые контролировали ранее. Сирийская оппозиция выдвинула ряд требований правительству Асада в преддверии мирных переговоров, намеченных на середину января. Оппозиция требует освобождения всех политзаключенных и прекращения бомбардировок и использования тяжелой артиллерии в городах, контролируемых их силами. Список требований представители 3 оппозиционных партий передали уполномоченному ООН по вопросу Сирии в Риаде. Тем временем сильные морозы ударили по самой Сирии. Если в Дамаске еще как-то можно выживать, то особенно плохо приходится жителям городов, подконтрольных оппозиции и ИГИЛу на севере страны. Сотни сирийских беженцев хлынули к границе с Иорданией. Лагеря беженцев на турецко-сирийской границе также засыпаны снегом. Несколько международных организаций призвали помочь сирийским беженцам, оставшимся без крова. В самой Сирии, в городе Марая, который вот уже 7 месяцев осажден армией президента Асада, в результате блокады люди умирают не столько от холода, сколько от истощения, вызванного голодом. Эти шокирующие фото мы получили от сирийских активистов. Со следующего года в рамках правил ВТО Казахстан не сможет давать льготы инвалидам, занимающимся производством. Без работы могут остаться более 20 тысяч инвалидов по зрению. Репортаж Дмитрия Белякова. Это один из цехов алматинского учебно-производственного предприятия Казахского общества слепых. В республике производств, на которых трудятся люди с ограниченными возможностями, более 50. Они выпускают швейные, картонные, пластмассовые изделия, корпусную мебель, всего около 70 наименований. К примеру, более 90% мягких матрасов для больниц и воинских частей и более 95% картонных скоросшивателей производится в стенах таких предприятий. Здравствуйте. Алмата общество слепых. Юрий Михайлович Григорьев, инвалид первой группы по зрению, работает в системе Казахского общества слепых более 35 лет. Начинал рабочим, сборщиком, дорос до должности менеджера по сбыту продукции. Его арифметика очень проста. Пособие по инвалидности составляет всего $100 США в месяц. Оклад на предприятии еще $130. Для него эта работа жизненно важна. Если у предприятия не будет заказов, и я останусь без работы, но это будет то же самое, что я не буду представлять себе, как прожить на 31 тысячу. Если кто-то как-то там приспособился, то для меня это будет, наверное, нож в сердце.
90% дохода производств для людей с ограниченными возможностями – это государственный заказ. Согласно 64-му постановлению правительства Казахстана от января 2011 года, закуп госучреждениями продукции, входящей в специальный перечень, должен осуществляться в инвалидных организациях. Но всему этому может прийти конец в 2017 году, когда в рамках вступления в ВТО Казахстан не сможет оказывать такие послабления инвалидам. Конкурировать в открытом рынке спецпроизводства вряд ли смогут, и более 20 тысяч человек останутся без работы. Сегодня руководство инвалидных организаций призывает правительство предусмотреть изменения в законодательстве, позволяющие сохранить рабочие места, хотя бы на примере соседней России. Каждое правительство того или иного региона ежегодно выделяет единовременное пособие на модернизацию производства, на ремонт и так далее, на какие-то социальные нужды. Не менее 5 миллионов рублей каждое предприятие получает. Это достаточно хорошие деньги, которые даются просто так. То есть можно экспериментировать, закупить какое-то оборудование. Одно из официальных предложений, уже поступивших в правительство, объединение 3 обществ – слепых, глухих и колясочников. Это около 600 тысяч человек, из которых 2/3 трудоспособны, и сохранение уже действующих производств. В противном случае, говорят специалисты, Казахстан рискует вернуться в конец 90-х годов, когда единственным доходом спецпредприятий была арендная плата от сдачи помещений и цехов. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгар. Настоящее время. Сироты из Кыргызстана все-таки смогут поехать в США на каникулы. Напомню, что в конце прошлого года МИД республики отказался выдавать соответствующие справки одному из столичных приютов. В итоге поездка группы воспитанников в Центр реабилитации едва не сорвалась. 12 девочек и мальчиков из бишкекского приюта уже собрали чемоданы и строили планы, когда буквально накануне вылета местные власти отказались выдавать разрешительные документы. После того, как история попала на новостные сайты, бюрократические проблемы разрешились, и теперь дети готовы отправиться в свое путешествие. За месяц подростки побывают в нескольких городах Америки. Это Сан-Франциско, Сан-Диего, Даллас и Техас. Мне не верилось, что там какие-то проблемы были или еще что-то. А сейчас стопудово уже уверена. Мы там будем играться, гулять, по всяким этим музеям ходить, по паркам ходить. Будем все новое узнавать. Я не знаю, я хочу увидеть сильно пальму какую-нибудь. Пальму. Далее в программе. Пережившие снежный буран в Оренбургской степи пожаловались Путину на МЧС. Помощь обещали, но она пришла только через 30 часов. Некоторые не дожили. Никакой помощи оказано не было. Это все вранье и клевета. А в Москве презентовали духи «Лидер». Парфюмеры утверждают, что вдохновлялись запахом российского президента. Россияне пока покупать не торопятся. А пахнет, знаете, дешевым одеколоном. Мужчина, попавший в начале года в снежную пробку на трассе Оренбургской области, записал обращение к Путину. По его словам, он и другие водители, ожидавшие спасателей, провели в снежном плену на морозе почти 30 часов. Среди пострадавших были погибшие. В нем он рассказал, что вместе с другими водителями и их пассажирами вечером 2 января он попал в снежный затор на трассе Оренбург-Орск. По его словам, всего в ловушке оказалось около 80 человек, в том числе беременные женщины и дети. И фактически сутки их никто не спасал. Для того, чтобы согреться, добавляет Гусев, люди были вынуждены сжечь свои вещи прямо в машинах, в обивку салонов. Он отметил, что многие получили обморожение. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Юрий Берг и вы, Иванов Петр Яковлевич, которые утверждаете, что все хорошо, что сразу всех спасли, что пришла специальная техника. Обращается к вам Гусев Павел Владимирович, один из выживших и побывавших на месте трагедии на трассе Оренбург-Орск. Нас, по сути, сутки никто не спасал. Были беременные женщины, маленькие дети, пожилые люди. Я вот видал 2 бабушек, одна перенесла инсульт, а у другой сильное обморожение конечностей. Но я просто в ужасе, так можно сказать. Это просто реально фильм ужасов, в котором не пожелаешь, чтобы никто в нем не побывал никогда. И в шоке от нашей службы спасения МЧС. Между тем, представители российского МЧС до сих пор отказывались признать, что среди застрявших в снежном плену были погибшие. По словам вдовы одного из пассажиров маршрутного такси Эдуарда Зинроева, его муж и другие пассажиры маршрутки Оренбург-Орск, взявшись за руки, пытались самостоятельно дойти до ближайшего населенного пункта. Но удалось дойти не всем. Никакой помощи оказано не было. Это все вранье и клевета. В час ночи я
отправила смс своему мужу. Он отправил мне обратно сообщение, что он стоит на 68-м километре от города Орск. Оказывается, там уже сильно все заметало, и они звонили и писали в МЧС и в полицию. Все обещали, что мы выехали, мы едем, к вам отправлена помощь, к вам отправлены снегоуборочные машины, к вам отправлена МЧС, отправлены спасатели. Я пишу мужу, что ты крепись, отправлена помощь, скоро будет. Он ничего мне не ответил. Знакомая девочка, которая со мной списывалась на тот момент, сказала, что в маршрутке люди стали уже замерзать, лопаты нет, откапываться. Все очень плохо. Начала активные поиски, начала созваниваться, где только можно, в ближайшие поселки и в МЧС. В МЧС мне давали номера, куда начали размещать как будто бы на тот момент людей. А на самом деле они там были в это время или еще нет? Не было никаких людей, еще никуда не начали. Только к вечеру, к середине, не к вечеру, может быть, после обеда начали куда-то, хоть какие-то автобусы вроде как появляться, насколько я знаю. Я не знаю, как же они или нет, у меня связи с мужем не было. Это вот со слов людей, которые там были, я знаю вот эти слова. Что касается конкретно моего мужа, шла люди гуськом, взявшись за руки. Мой муж, как насколько я знаю, был последний в этой людей, да, в этой цепочке людей. И как говорит человек, который шел впереди него, якобы мой муж споткнулся и упал. Он начал искать этот человек его на ощупь. К новогодним праздникам в самом центре московского ГОМа появился новый черно-белый киоск. Здесь продается туалетная вода «Leaders» с узнаваемым профилем президента России на флаконе и сопроводительной надписью «Inspired by Владимир Путин», вдохновлена Владимиром Путиным. Это что, Путин? Ну, поскольку наш лидер, главный лидер нашей страны, это Владимир Владимирович Путин, наш парфюмер Влад Трикунов вдохновился этой идеей и решил создать такие духи. Они созданы во Франции, но наш российский производитель. Влад Трикунов – это известный парфюмер, и, в общем-то, его попросили. Российский? Да. Ну, не, вообще он из Минска, то есть он белорусский. Создание рецептуры заняло около 1,5 месяца. В течение этого времени я смотрел какие-то видеоролики с президентом, я слушал его голос, смотрел на его взгляд, обращал внимание на то, на его поведение, жестикуляцию, мимику. Его политические пристрастия, мотивы, то, в чем некоторые пытаются меня где-то обвинить, на самом деле это для меня имело самое небольшое, самое мелкое значение. Ну сколько купили вот сегодня? Сегодня вы у нас, кстати, первая. Я первая, да? Да, вы открывайте нам. Владимир Владимирович все одобрил. Ну, иначе мы бы здесь не стояли в 100 метрах от него. Извините, пожалуйста, а вот у нас тут акция называется «Душим Путина». Мы вышли духи с Путиным. Хотите вас подушим Путиным? Давайте. Главное не задушить. Путиным. Такие духи вышли с Путиным. Хотите подушим вас Путиным? Вдруг вас не додушили. Почему так? А зачем так? Подушить вас Путиным? Нет. Хотите, мы подушим вас Путиным? Это вот духи с Путиным. Давай. Ту композицию, которую мы создали, она и была такая, она сделана такая теплая, округлая, и я бы ее назвал объединяющей. То есть это не отталкивающий запах, а наоборот привлекающий, такой естественный и натуралистичный. Аккуратно. Она после... Честно сказать, очень дешевый. Одеколон дешевый. А идея сама как вам? Идея отличная, но одеколон дешевый. Поверьте мне. Ой, ребят, простите, пожалуйста, смотрите, вот у нас тут акция такая, душим Путиным. Это Путин. Хотите, можно вас подушим? Это вот духи с Путиным. Можете понюхать и сказать, как вам? Не хотите? Решайте работу, я работаю.
Действительно похож Путин. Ну, не похож, а он? Ну, в Чечне точно они уйдут на расхват. Однозначно. Сколько стоит? Нисколько не стоит, просто подушим. Хотите? Сколько стоит? Очень много китайцев у нас покупают. Буквально только что взяли 20 флаконов. This is Putin smell. This is his portrait. да. Do you like Putin smell? Yes. Yes. You want to smell like Putin? Давайте. Where are you from? China. Китая. Мы за единую Россию. Россия хорошее государство, мы всегда будем его защищать. Мы не курсанты. Спасибо. Ну, конечно же, вообще это не запах Путина, это запах, созданный во имя Путина. Мы нас подушим Путина. Не хотите? Вдруг вас не особенно задушили еще. Надушили, вернее. Не хотите? Это Путин, правда, серьезно. Духи с Путиным, они вот тут продаются. Хотите? Не хотите? Спасибо. Ладно, всего доброго. Спасибо, даже бесплатно не надо. Хотите подушим вас Путин? Нет. Нет, спасибо. Не хотите? Нет. Путиным? Да. Душите. Душить Путина? Душите. Он очень сладкий. Давайте. Куда вас подушить? Хотите пахнуть Путина? И сколько это? Это 6500. Вот так вот. Ордер. Спасибо. До свидания. Хотим, чтобы нас душили. Вот у меня пенсия у меня, пенсия большая, 13 400 рублей. Это с доплаты от города. Я отработал 43 года, и вот, значит, я духи не могу купить. Мне недоступно. А пахнет, знаете, дешевым одеколоном. Мы сейчас создаем запах Беларуси. И сейчас, в ближайшее время, он будет представлен в нашей стране как национальный символ. И я очень надеюсь на то, что это будет благоприятно воспринято нашим руководством страны. И надеюсь, что уважаемый мной Александр Григорьевич лично сможет оценить этот аромат. Давай, подушить. Подушить. Сталин пахнет Путиным. Да, Сталин? Спасибо. Чем пахнет Сталин? Путин. Хороший запах. А Путин пахнет Сталиным? Да, Путин сейчас подойдет ко мне. Вы кем больше хотите быть, Лениным или Путиным? Конечно, Путин. А почему не Лениным? Ленин уже прошлая эпоха. Сейчас. Какой аромат, товарищи! Всем рекомендую. С этим мы подушим вас, а вы превратитесь в Путина. Что изменится в стране? Ну вот это к вам вопрос. Ничего. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать сегодня. Читайте на социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это время. Всего доброго.